Еще чистенький грибочек. Во, какой классный. Друзья, еще нашелся вот такой. Умка раздолье. Бегает. Не один раз так назад даю, чтобы не ошибиться и поехать нормально. Наши грибы уже на операционном столе у Марии Олеговны. Вон ведерко собрала. Вот такая кастрюля уже готового варенья вишневого. Всем привет, друзья! Я снова на прогулке, сумка и там, ну, вообще просто вышли прогуляться и заодно собрать шиповник. Ну и еще долю опушку так посмотрим. Может, грибы там пару штук хотя бы найдем. Ну, хотя сомневаюсь. Потому что грибы вышли, но вышли они в бору. На бору. А тут не бор. Умка бегает, резвится. Вон. Пускай побегает заодно. Тут, в принципе, недалеко от Челемы. Как всегда, обычно прогуливаюсь. Ну, у нее пока не устанет, будет так бегать. Девочки собирают там потихоньку, но в основном тут маслята. Как я и говорил раньше, тут маслята. Где-то там Катерина куда-то, не знаю где даже. Не видно ничего. А, вон она где-то. Умка там тоже. Умка там тоже гуляет где-то. Мне уже высыпали, сейчас покажу, сколько высыпали. Ведро маслят. Вот. Вот такие мелкие маслята. Как раз только вышли буквально. Умка там тоже вон бегает. Умка! 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 Все, бегаешь тебе, хорошо. Побегай, побегай. На улице прохладно сегодня. Такой ветер тоже северный. Целая кучка и все гнилые. Вот так. Только очень мелкие берем. Очень-очень мелкие. И еще нож забыли. Еще нож забыли. Так-то маслят очень много.
Вот так и собираем тут маслят. Умка где-то ходит. Ну, я хочу сказать, что у нас как бы семимильными шагами наступает осень. Вроде бы вот такая интересная пора у нас на севере, август. Вроде бы еще по календарю-то лето, да? А на самом деле с каждым днем листья желтеют, погода становится прохладной, ну, тучи. Каждый день почти сейчас тучи. И, ну, все вот эту пору, все в деревне стараются использовать максимально, чтобы собрать там грибы, ягоды, что дает нам лесть. Конечно, мне хочется побывать бы и в Сосновом Бору, но это все на другой стороне реки. А у нас мост прошлый год уплыл, моста нету, и мне никак туда не перебраться. Даже если перебраться, то все равно там надо дальше ехать, а там транспорта нету. Вот. И приходится довольствоваться тем, что где я могу. Вот здесь я могу прогуливаться и прогуливаюсь. Видите, как я сегодня опять тепло одет, опять северный ветер. И мы гуляем, и собираем. В основном, конечно, масленники идут. Вот два таких очень мелких. Белый гриб даже один. Вот второй где-то там тоже есть. Вот такой. Он луговик. Белый гриб луговик. А так, в основном, 99,9 маслят, конечно, процентов маслят собираем. Ну, масленники тоже вкусные, просто с ними морок и много там шкурку чистить, еще что-то. Вот. И когда сушишь их, просто их не остается там ничего. Лучше сразу жарить. А мы будем это самое, ну, гощаться сначала, конечно, естественно, а потом немножко поварим и в морозилку. И зимой, пожалуйста, свежие грибы. Вот так. Ладно, я поехал дальше потихоньку. Мне помогают и Катюша, и Анастасия где-то там в лесу. Потом, если еще будет время, еще шиповник надо собрать. Тут в траве очень много ямок глубоких и опасно. Я боюсь все-таки. Боюсь, очень осторожно еду. Не один раз так назад сдаю, чтобы не ошибиться и поехать нормально. Вот. Потихоньку так и еду. Потом увижу гриб. Раз, покажу. Вот, например, масленник, но вот тут масленник, да? Вот тут масленник, но он гнилой сразу, я даже наклоняться не буду. Ну-ка вот специально посмотрю. Катюш, ну-ка покажи специально. Дай. Он гнилой, наверное. Гнилой, наверное, да? Нет? А нет, он чистый, очень чистый. Чистый. Ведерко, значит. Вот так и собираем. Умка там тоже бесится, никак не устает сегодня. Поехали дальше. Всю эту канитель, конечно, снимать не буду. В надежде побольше луговика найти, конечно. Ну, дорога не очень-то приятная. Ямы везде. Друзья, еще нашелся вот такой. Не боровичок, это луговик. Белый гриб, но он луговик считается. Вот такой. Он более светлый, чем боровик. Но тоже белый гриб. Только выходят. Кузовок. Вот так. Там вон земляника. Вон земляника. Вон земляника еще. Поздняя осень, земляничка висит. Ну-ка, Катюша, скушай. О, земляничка. Для Катюшу. Катюшу ждала земляничка. Так. И вот я еду, друзья, и навстречу мне вон сторожи как бы встречает. Но это тоже луговик, белый гриб луговик. Хороший такой.
Плотненький, наверное. Ну-ка, Катюша, сломай его. Сейчас. Да, осторожненько ножками выверни прямо с ножкой. Сегодня нож не взяли. Поворачивай его. Надо поворачивать. А, сломала? Ну ладно, чистенькие ножки все. Ну покажи ну-ка. Все чистенький грибочек. Во, какой классный. Давай кузовок его. Нож не взяли, а когда ножа нету, нужно поворачивать ножку осторожненько, Катюша, и вместе с ножкой грибочек, кузовок. Ой, это еще бесится тут. Вышел на поле, тут остатки гороха. Но он уже перезрелый, он, наверное, не очень вкусный. Он перезрелый такой, плотный. Они, наверное, не сладкие уже. Не, сладкие. На, угощайся. Не хочешь? Сладкий горох. Это скосили поле и осталось. Очень вкусно даже. О. О. Вкусно. Идем дальше. Сколько у меня грибов-то? Ну-ка покажи. Вон сколько ведро потихоньку наполняется. Только берем очень маленькие и без вообще, чтобы не было намека на червей. Нож забыли, нож, друзья. Нож забыли. Все? Я сейчас выехал на поле. Сейчас сумкой немножко поразлюсь. Сумка, иди сюда. Иди, лак. Ло. Hello. Сегодня она нагуляется вдоволь, устанет. Сегодня подольше будем гулять. Да? Умка раздолье бегает. Тудым-сюдым. Поле такое огромное здесь, вот, а тут опушка. Вглубь не могу. А там потом такая полоса леса идет здесь, а потом там озеро внутри. Тоже, ну, для коляски непроходимая часть. Умка уже немножко приморилась, и уже старается, как я останавливаюсь, она старается тоже лечь и отдохнуть. Девочки мои залезли в самую чашу шиповника. Не сладко им там. Везде шипы. Так Умка по барабану. Где-то там тоже лазит. Ей шипы не мешают. Ух, мошкара тут у нас. Шиповник на зиму, это очень вкусно, как чай. Ну вот, друзья, и вот потихоньку набирается ведро шиповника. Еще тут дальше будут собирать. Вон такие кусты здесь прямо висят гроздья. Умка как пуля летает. А потом уже я не буду
ну, все уже как бы закончу это видео. Что там, грибы немножко собрали на пару жарех маслят. И там еще немножко лисички пара штук, и белые да, луговики были пара штук. И вот шиповник еще. И все, потом это ведро наполним и поедем домой. Всё. Отличная прогулка сегодня. Вот так. Все, ладно. Наши грибы уже на операционном столе у Марии Олеговны. Маша, привет. Привет всем. Вот, мы собрали с дочками, так сказать, съездили за грибами, немножко собрали, но тут в большинстве маслята. Есть и попались еще и соленые грибы немножко, но Маша уже там поставила прямо в воду. Вот. Чистит Маша, чтоб сразу... Это уже, наверное, будем варить в холодильник, да? Да. Да. Вчера готовили, жарили, суп варили. Да. Сегодня уже морозильник потом. Еще это. А чем ты занималась, разрешите вас спросить, Маша? Я в парнике. Огурцы собирала, да. Ну, Поливала. надеюсь, все запечатлила на камеру тоже, нет? Ну, да. Вот сейчас, друзья, покажу немножко фрагмент такой. Вот посмотрите, как Маша занималась там в парнике. Ну, парник у нас маленький, получается, что в одном парнике и помидоры черри, и огурцы. Ну, для нас это Да, нормально. хорошее подспорье, да ведь? Огурцы, они вкусные, свои огурцы. Маленькие такие, пупырчатые, хрустящие. Помидоры черри первый раз ведь такие помидоры черри, они, а почему-то желтые, не красные. Ну, такие сорты есть. Сорт желтые. такой желтый, но вкусный, говорит Маша, потому что они сладкие, Да, а я не мне люблю нравятся сладкие. сладкие. Я люблю кислые помидоры. Вот. Ну, Посмотрите, свежие. пожалуйста, вот фрагмент сейчас поставлю и посмотрите. Здравствуйте. Зашла вот в парник свой маленький и хочу вот собрать огурцы. Конечно, парник у меня маленький. Огурцов посадила слишком густо получилось. Вот. И в этом году огурцы у меня вроде бы есть. Огурчики растут. Солить пока еще ничего не делала, засолку. Солить не солила. Вот. Здесь же и у меня и помидоры черри. Вот. На кустах висят мелкие. Не знаю, видно или нет, конечно. Но зеленоватые. Сейчас что-то уже не желтеет. У меня они желтые. Вот. Когда тепло было, солнце было, они желтели сами. А сейчас что-то еще вот зеленые. Наверное, тоже нужно солнышко для помидорчиков. А, вон могу показать. Вон, желтенькие есть. Висят красавицы. Вон мелкие, маленькие, но можно сказать есть урожай. Парник вот маленький, очень маленький. Ну, для нас нормально. Для нас хватает. Вон сколько еще маленькие висят. И крупные, и маленькие. Вот. Здесь тоже видны. Сейчас вот. Собираем крупные огурцы.
соберем. Вон, крупненькие. Здесь потом мелко. Ну а это пока оставлю. Здесь пока еще маленькие. Пусть пока еще подрастут. Вот здесь тоже маленькие еще. Вот. Вон ведерко собрала. Вот. А так потом, сейчас потом поливать буду. Теплой водичкой полью. Ну вот так, посмотрели, как Мария Олеговна занимается парничке таком. Ну, как сами убедились, парник тесноват, конечно, но нам вполне хватает. Ничего, пока менять не собираемся, так, видишь? Нам хватает для угощения. А чтобы запасаться там на целую зиму или там, не знаю. Мы так-то очень много и не кушаем этих огурцов. Да, огурцы нет. Вот помидоры я люблю, но я люблю тоже помидоры свежими. Да. Они свежие вкусные помидоры. Так. А, еще хочу показать, вот у меня на заднем плане там вот кастрюля, да? А в кастрюле там варенье из вишни. А вишня-то не простая, а вишня северная вишня. Вишня северная. Чуть кисловатая такая. Да, чуть кисловатая, она чуть мелковатая, кисловатая, но она северная, она выращена здесь, именно в Нившере. И теми она берет ну, охота нам пробовать из вот северной вишни варенье. Мы взяли, купили это ведро. Вот у нас нету пока, но тоже мечтаем о вишне. Как-нибудь надо, Маша, все равно приобрести нам эту вишню, посадить, вдруг да тоже будет расти у нас. Вот, есть люди, которые занимаются, у нас тут всякие сорты есть, и вишня, и смородинка, как только цветов нету, да ведь. Все растет у некоторых, кто занимается этим, кто болеет вот этим. И хорошо, что есть такие люди. На севере могут вырастить вишню, там еще что-то. Сейчас покажу. Варенье уже сваренное, надо просто по банкам разлить, и это уже попозже будет вечером. И я уже там вечером-то не буду снимать отдельно, я сейчас покажу. Вот такая кастрюля уже готового варенья вишневого. Правда, с косточками, но она вишенка маленькая, маленькая вишенка. Думаю, очень вкусная будет. Маша вчера ночью аж варила. Я уже спал, наверное. Я спал, Маша, да? Маша ночью варила, а сегодня еще надо будет доварить. И когда она горячая, налить в банки. Вот так, Мария Олеговна. Ой, темно. Фокус как раз напротив этого света снимаю, и фокус совсем испортился. Ну вот и все, друзья. Буду заканчивать я этот фильм. Что мог, показал. По возможности показал для меня возможную грибалку. Вот как я могу. Как уже говорил, бор у меня находится на той стороне реки. У меня там туда дорога закрыта. А есть в планах очень такой проект очень интересный.
купить или из хлама купить УАЗик, буханку, и туда, чтобы я на коляске прям мог заезжать. Не знаю, получится этот, так сказать, проект у меня, но в голове пока зреет. Не знаю. А сегодня вот такая грибалка у меня. Маслята, маслята они вкусные все равно, только возни много. Маслята, иванчики, дальше что там? Красноголовки еще есть. Красноголовки, белых попалось несколько штук, потом лисички там пару штук. Ну, лисички там были лисички, просто мы не едим лисички. Я не знаю, почему эти пару штук я взял, но мы не едим лисички, я не знаю почему. Еще что, Маша показала свой парник, как там огурцы, занесла очередное ведро огурцов, свежих, хрустящих, как я уже говорил. Ну и все. На этом буду наше видео заканчивать. Всех гостей призываю подписаться, нажать на колокольчик. Нажимайте на колокольчик, оставляйте комментарии, ставьте лайки, ну или дизлайки, кому как нравится. Спасибо за приятные комментарии. Тоже читаем и всегда стараемся отвечать. Прислушиваемся. Сейчас в прошлый раз в комментариях писали, очень много писали про бочку там, как что сделать. Пока думаю, что с этой бочкой делать. Есть, конечно, варианты уже, но пока еще не решился. Вот. Ладно, все. Всем пока. До свидания. Всем пока. Пока-пока. До новых видео, друзья. До свидания.